Сегодня отмечается Всемирный день охраны труда. Девизы и лозунги праздника каждый год меняются. Все они связаны с обеспечением и сохранением безопасности людей на производстве. Гость нашей студии Альбина Трубина, заместитель министра труда и социального развития республики. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот с учетом сложившейся сегодня эпидемиологической ситуации, какие действия необходимы для сохранения здоровья работников? Сегодня, 28 апреля, празднуется Международный день охраны труда. Он установлен с 2003 года Международной организацией труда. Ежегодно лозунги, они утверждаются, и на сегодня, с учетом такой сложной ситуации в борьбе с пандемией, объявлен такой лозунг: «Остановить пандемию. Охрана труда может сохранить жизни». В соответствии с объявленной темой, целью Всемирного дня охраны труда является, во-первых, конечно же, это снижение производственного травматизма, это снижение профессиональной заболеваемости на рабочих местах. Мы должны сегодня защитить своих работников, предоставлять специальные индивидуальные средства защиты. Необходимо также соблюдать все требования Роспотребнадзора на рабочих местах. Работодатели необходимо также обеспечивать масочный режим на рабочих местах, максимально использовать удаленный режим труда, чтобы работники оставались в безопасности. И кроме того, хочу отметить, что ежегодно в преддверии Всемирного дня охраны труда проводится в России Всероссийская неделя охраны труда в апреле месяце. Также в республике в преддверии дня проводится месячник охраны труда. Но на сегодня в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все мероприятия перенесены на второе полугодие 2020 года. В рамках месячника охраны труда в республике предусмотрен ряд мероприятий, направленных на совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда в республике. Задействованы будут исполнительные органы власти, органы местного самоуправления, Федерация профсоюзов, Союз работодателей и предприятия, организации, которые участвуют у нас в трехстороннем соглашении. Поэтому призываем всех руководителей организаций и предприятий оказать особое внимание соблюдению и контролю за исполнением всех требований по охране труда, максимально использовать, еще раз повторюсь, удаленный режим работы и все требования Роспотребнадзора обязательно соблюдать. А какие основные задачи стоят в сфере охраны труда? Ну, конечно же, основной задачей в сфере охраны труда является снижение производственного травматизма на рабочих местах и снижение профессиональной заболеваемости. На сегодня мы должны обеспечивать все необходимые требования, направить все меры на улучшение условий и охраны труда. В республике на сегодня действует комплексная программа по охране труда, которая принята в конце 2019 года на период до 2020 года. Все мероприятия направлены на повышение охвата специальной оценкой условий труда на рабочих местах, для снижения производственного травматизма, на снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда на рабочих местах. А также необходимо проводить мероприятия по инструктажам работников, по обучению, по непрерывному обучению наших работников по охране труда для соблюдения всех требований безопасности. Также это, естественно, периодические и профосмотры медицинские, которые необходимы для того, чтобы сохранять наше здоровье наших работников. А как определяется вредность условий труда на рабочих местах? Вредность на рабочих местах, она определяется по итогам специальной оценки условий труда.
Специальная оценка условий труда проводится аккредитованными организациями. Это является обязанностью работодателя, то есть необходимо один раз в 5 лет работодателю обязательно проводить специальную оценку условий труда на всех рабочих местах. С 2015 по 2019 год специальная оценка условий труда уже охвачена более 150 тысяч рабочих мест, почти в 3200 организациях, что составляет почти уже 80% от общего числа рабочих мест. Только за 2019 год оценено более 32 тысяч рабочих мест. Примерно 70% из них признаны с оптимальными условиями труда и примерно треть с вредными и опасными условиями труда. Но это, к сожалению, вот в отраслях промышленности отмечается, транспорта и электроэнергетики. Для того, чтобы спецоценку условий труда заказать, необходимо, обратиться в организацию. Все эти организации, они находятся под контролем и учетом со стороны государства. И с реестром данных организаций можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты России, а также на сайте Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Ну, вредные и опасные условия труда, они говорят сами за себя. Вот какие гарантии и компенсации предоставляются в таком случае? Гарантии и компенсации, они предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации на сегодня. Это, конечно же, прежде всего сокращенная продолжительность рабочей недели, 36 часов в неделю, для тех рабочих мест, где спецоценка условий труда установлены вредные и опасные условия труда на рабочих местах. Также это ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, минимальный размер которого 7 календарных дней. Также это касается только тех рабочих мест, где установлены вредные и опасные условия труда. Кроме того, повышенный размер оплаты труда. Минимальный размер устанавливается в размере 4% от должностного оклада или тарифной ставки. Естественно, размер может быть выше, установлен в коллективных договорах и дополнительных соглашениях. Также это выдача спецодежды для работников, средств индивидуальной защиты для работников, которые заняты на таких местах. И, кроме того, это досрочный выход на пенсию. Кроме того, дополнительные гарантии и компенсации расширенные могут устанавливаться в коллективных договорах работодателей и в трудовых договорах работников. А на всех ли предприятиях должна быть служба по охране труда? Служба по охране труда, либо специалист по охране труда должен быть обязательно в тех организациях, где количество рабочих мест превышает 50 человек. Если количество работников 50 человек. Если количество ниже, то, соответственно, эти функции по охране труда должны обеспечивать как сам работодатель может, их осуществлять данные функции, либо это может быть уполномоченный специалист работодателем, либо могут привлекаться как организации, так и специалисты по охране труда на условиях гражданско-правового характера. А какие последствия будут в случае нарушения требований охраны труда? Так, нарушение требований, получается, они установлены также у нас Трудовым кодексом Российской Федерации. Это, естественно, и административная, и уголовная ответственность может быть после. То есть руководители организаций, предприятий, они должны соблюдать требования по охране труда, обеспечивать разработку и принятие необходимой документации, инструктажи, непрерывное обучение работников нормам и требованиям безопасности труда, проверки их знаний. Также это должно быть проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах, проведение предварительных периодических медицинских осмотров. Полный перечень обязанностей работодателя, они указаны в Трудовом кодексе Российской Федерации. И хочу еще отметить, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией
миграции, распоряжением правительства от 21 марта 2020 года временно приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров за исключением отдельных категорий, деятельность которых связана с производством, с торговлей, с реализацией, хранением, транспортировкой продуктов питания, воспитанием и обучением детей, умножением населения, с работами на высоте, а также занятостью на рабочих местах с средними опасными условиями труда. При этом на основании обращений граждан, обращений работников, надзорные органы могут проводить внеплановые проверки по соблюдению трудового законодательства, в том числе и по охране труда. А какая работа в республике ведется для улучшения условий охраны труда? В республике Саха-Якутия проводится очень большая комплексная работа, постоянная. Да, у нас действует межведомственная комиссия по охране труда, где рассматриваются все основные вопросы и проблемы в сфере охраны труда. То есть по каждой отрасли отдельно принимаются необходимые меры по улучшению условий охраны труда по каждой отрасли. Соответственно, для всех абсолютно организаций, всех организационно-правовых форм собственности. Кроме того, как я уже сказала, у нас в республике действует комплексная программа по улучшению условий охраны труда до 2022 года, которая направлена на снижение производственного травматизма, на повышение охвата, специальная оценка условий охраны труда, на снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. Все это оно направлено прежде всего на улучшение качества жизни нашего населения трудоспособного, на увеличение продолжительности жизни наших граждан, на улучшение его здоровья и, соответственно, естественно, все это влияет на наше социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия в целом. Альбина Владимировна, спасибо большое за беседу. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Мы говорили об охране труда. Оставайтесь с нами.